Участники немного волнуются. Перед ними иллюзорные велосипедные трассы. Разнообразие площадок создает захватывающую атмосферу конкурса движения «Безопасное колесо». Принимают участие молодые ребята, отряды юных инспекторов дорожного движения. Возраст от 10 до 12 лет. Всего соревнуются 8 команд из разных уголков региона. Собравшиеся будут бороться за право на участие во всероссийском этапе. У нас 6 этапов. Это, значит, велоэстафета, автогородок, безопасный путь от школы до дома, творческий конкурс, где они раскрывают по данной тематике свои творческие интересы, защита плаката. Вот эти все конкурсы дети должны пройти. Такие мероприятия проходят каждый год, и ученики Сунжской школы уже пробивались на последний этап конкурса «Безопасное колесо». Самым сложным, по мнению шестиклассника Дамира Гадиева, было фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. Я не помню, как я научился, я просто вот велосипед катал и катал. Здесь вот из препятствий мне было самое сложное – это 8 и вот этот вот квадрат. При входе в школу можно увидеть оранжевый автомобиль с надписью «Лаборатория безопасности», внутри которого есть все необходимое для воссоздания дорожных ситуаций: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды и столы-макеты. Комплекс предназначен для обучения модели поведения на дороге. Отряды юных инспекторов – это первые помощники сотрудников ГИБДД. Они занимаются пропагандой формирования правил безопасности на дороге среди молодого поколения. Подобные конкурсы и данные дети помогают в работе по профилактике детского дорожного транспорта, травматизма. По данным ГИБДД по Республике Ингушетия, за прошлый год число погибших в авариях увеличилось на 39%. По словам сотрудников, практически во всех случаях происшествий это нарушение водителем правил движения. Так, цель проведения безопасного колеса – это подготовка юных участников к безопасной езде на дороге. Далила Вильхиева, Алисхан Горовожев, МАГАЗ-24.